ты так не хотел. Ты стала лишь свидетелем тех лет. Прости меня за то, что грусть приходит. Шестилетняя Амина Добриева о событиях той осени 92-го знает пока только по рассказам мамы, ведь стихи, написанные рукой Хади Добриева, отражают те события слишком хорошо. Спустя столько лет, каждую осень, воспоминания о тех тяжелых днях так и вспыхивают в ее памяти. Сегодня женщина решила поделиться ими со всеми гостями памятного вечера. Цена даях магазин, бейт бог жбо, нахса даях магдуж яцес. Так вах ялар самяр на насо, их емал бах жбо, нахха дабахарш. Стихи, написанные Хади Добриевой еще по свежим воспоминаниям, дань памяти и скорби по жертвам конфликта. Часть из них на сегодняшнем вечере читают ее студентки. Я денел, эздел якор, вылгай каманцы масса заханат, ахтахна дети вахар. وقمن برگوده همه جا خود الحمدات دوق نخ بیلخاب زبرگوش خنت سنانا بردینت سدا بردینتس جا خل دینش خنت شالخ. С той поры прошло 27 лет, но сдержать слезы от строк, пропитанных грустью, болью, для студентки первого курса Мадины Ильяновой непросто. Тяжелые дни этого события остались позади. Современному поколению нужно помнить прошлое, чтобы не допустить повторения его печальных страниц и жить во благо своего народа, уверена девушка. Мы должны понимать, что происходило, понять эту боль. До какой степени это было очень трудно для наших отцов. И чтобы этого не повторилось, нужно больше учиться, трудиться. Мероприятие приурочено к завтрашней дате, которая оставила неизгладимый след в сердце ингушского народа. 30 октября отмечается в республике как День памяти жертв политических репрессий и трагедии осени 92 года. Организаторами мероприятия совместно с Международным открытым колледжем современного управления выступила и Госфилармония имени Хамхоева. Ведь подрастающее поколение, по их словам, не должно забывать о непростых страницах в истории нашего народа. Все присутствующие на памятном вечере уверены, несмотря на сложные испытания, выпавшие на долю ингушского народа, он стал только сильнее и сплоченнее. Дана Плеева, Магомед Белакиев, Новости 24.